Благотворительная акция «Шатер Рамадана» прошла в Москве на Поклонной горе возле мемориальной мечети. Сотрудники Россельхознадзора провели рейд по торговым точкам Назрани. В Центре развития спорта и туризма в Магасе проходят тренировки новоиспеченной футбольной команды. Добрый вечер, это новости 24. Юнусбек Евкуров и Равиль Гайнуддин приняли участие в культурно-благотворительном проекте «Шатер Рамадана», который состоялся в этом году в Москве, кстати, уже в 13-й раз. По случаю начала священного месяца Рамадана. Основную тему шатра обозначили как пророки Всевышнего и их качества. Традиционно в рамках шатра проходят вечера национальных республик России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Организатором мероприятия стало постоянное представительство Ингушетии, Духовное управление мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и правительства Москвы. Зелимхан Калоев расскажет. На мероприятии собрались сотни людей. Среди них члены Государственной Думы, Совета Федерации, представители правительства Москвы, религиозные и общественные деятели. Мероприятие началось с официальной части. Поприветствовать собравшихся вышел глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, отметив, что шатер Рамадана традиционно собирает людей самого разного статуса, разных национальностей и вероисповеданий. Я сегодня хочу всех нас поздравить с этим священным месяцем, пожелать нам сил, терпения, не только духовного, душевного, не только вытерпеть голод или жажду, а сил и терпения в душе, в чистоте, помыслами, поведением пронести вот эти дни этого месяца. Тот, кто до этого месяца ездил на красный свет, превышал скорость за рулем машины, тот должен в этом месяце хотя бы остановиться. Я, выступая в мечети, в Назрани говорил об этом. Тот, кто пил, я имею в виду спиртные напитки, конечно, лучше вообще не пить. Но если он не может без этого, вот тогда воздержись в этом месяце. Тот, кто курил, лучше, конечно, не курить. Но кто не может от этого без этого жить, в этом месяце воздержись. И если он это сделает, Аллах даст ему силы дальше не продолжать это. Потому что это будет та благодать, которую Всевышний даст ему именно в этом месте. Главный муфтий России Равиль Гайнуддин, приветствуя всех собравшихся на вечере, отметил добрые братские отношения, сложившиеся между Духовным управлением мусульман России, Советом муфтиев России и главой республики, правительством и парламентом Ингушетии. Трудные моменты, когда решаются вопросы дальнейшего развития нашей мусульманской уммы, когда рассматриваются вопросы жизнедеятельности религиозных организаций мусульман, будущего развития мусульманского образования, а также строительства мусульманских наших религиозных культовых сооружений, учебных заведений, Юнусбек Бамадгиреевич принимает государственно-политически правильный подход и решение и оказывает помощь высшему мусульманскому духовенству в отстаивании интересов, прав и свобод верующих граждан Российской Федерации, мусульман нашей страны. Юнусбек Евкуров в рамках шатра Рамадана вручил Равилю Гайнуддину юбилейную медаль 25-летия Республики Ингушетия и поблагодарил за усилия по укреплению национального единства и духовного возрождения народов. В связи с 25-летием образования Республики Ингушетия, юбилейной медалью 25 лет образования Республики Ингушетия награждается Гайнуддин Равиль Исмаилович, председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации. Для меня честь сегодня получить этот юбилейный подарок, медаль Республики Ингушетия. После захода солнца начался праздничный ифтар с блюдами национальной кухни. Этот ифтар меня пригласили мои ингушские друзья. Это первый мой пост вообще в жизни, который я держу. Будучи русским православным человеком, решил пройти этот
испытание вместе с моими братьями и сестрами-мусульманами, то, чтобы продемонстрировать наше единство. Гости были в восторге от ингушского гостеприимства и от щедрого угощения. Зелимхан Калоев, Новости 24. Средняя розничная цена на бензин в России превысила 41 рубль. Отметку в 40 рублей она преодолела в апреле. Это происходит на фоне все новых исторических рекордов оптовых цен. Ранее владельцы независимых АЗС уверяли, что в такой ситуации могут работать только крупные АЗС, которые принадлежат нефтяникам и которые компенсируют свои убытки от розничной продажи как раз за счет оптовой. Эксперты называют еще одну причину подорожания бензина – это рост акцизов на топливо. В этом году они увеличатся дважды – с января и с июля. Сотрудники Россельхознадзора провели рейд по торговым точкам Назрани. Проверяли качество и срок годности молочной продукции. Рина Цычуева расскажет. Без маркировки. Ему нарушение ничего, Колбаса свежая, однако без соответствующей маркировки. Сотрудники Россельхознадзора поясняют, на каждой продукции обязательно должен быть указан срок годности, название фирмы и инициалы индивидуального предпринимателя. Маркировка, дата производителей, и мучах производства есть и даже документ предоставить документ, что удостоверяющий качество безопасности, в случае чего отравиться до масаху, отравление у молочка благодаря штуку. Особый акцент сотрудники делают на молочную и сырную продукцию, среди которых плавленые, твердые, сладкие и кондитерские сыры. Как правило, их срок небольшой. Некоторые молочные продукты можно хранить только 10-20 дней после изготовления. И если они просрочены, то последствия потребитель запомнит надолго. После тщательной проверки сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения, правда, незначительные. В данный момент мы с сотрудниками, с коллегами провели проверку и обнаружили молочную продукцию, которая одним днем просроченная. Мы ее изъяли. Сотрудники Россельхознадзора такие рейды проводят регулярно, а проверка сегодня – это исполнение поручения президента страны по контролю за оборотом на территории России продукции сыроподобного вида. Помимо прочего, сотрудники, согласно поручению, изъяли продукцию для дальнейших лабораторных исследований, чтобы выявить показатели качества и фальсификации. Декларация таможенного союза, отбор отбирать и отправить ее в лабораторию, выявить соотношение яиц по выявленному ГОСТу примерно, по маркировке соответствует яиц. Фальсификат яиц, фальсификат административные расследования, штрафы и административный штраф ТО. Помимо прочего, сотрудникам магазина пояснили, что важно на прилавках учитывать и товарное соседство. К примеру, грибы не должны лежать на одной полке с молочной и сырной продукцией. Это нарушает правила хранения. Также напомнили индивидуальным предпринимателям, что на территории России успешно действует электронная система ветеринарной сертификации «Меркурий». Это очень удобно. К примеру, все необходимые документы можно будет просмотреть в интернете. К тому же после регистрации у предпринимателя будет доступ к актуальной для осуществления торговой деятельности информации. Рина Цычуева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Комитет Госдумы поддержал освобождение самозанятых от выплат НДФЛ в 2019 году. Документ, внесенный правительством России, освобождает работодателей, физлиц от уплаты страховых взносов самозанятым гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги для личных, домашних или других подобных нужд. Помимо этого уточняется порядок постановки на учет и снятия с учета в налоговых органах таких граждан. Предусматривается выдача уведомления налогового органа о постановке и снятии с учета в качестве самозанятого лица. В спортивной школе имени Лейлы Албагачиевой в селении Али-Юрт прошла лекция с воспитанниками физкультурно-оздоровительного комплекса. Организаторами мероприятия выступил Совет воинов-афганцев. Дана Плиева расскажет о воспитательной беседе.
Ветераны афганской войны рассказывают воспитанникам ФОКа о доблести, стойкости духа и братстве, тех ценностях, которые они сохранили, несмотря на все тяготы военного времени. Идея собрать их всех и провести ребятами пришла к ветерану войны в Афганистане Ахмеду Евлоеву. Ингушские воины, за плечами которых не одно сражение на границе Афганистана, рассказали ребятам, какими качествами должен обладать защитник Отечества и достойный представитель своего народа. Ветераны афганской войны рассказали ребятам о том, что около 400 ингушских воинов воевали на границах Афганистана, 72 из которых награждены медалями за отвагу. Среди них и те, кто сидят за этим столом. Как отметил председатель воинов-интернационалистов Тархан Костоев, одним из бывших афганцев был и первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Я когда в 1979 году попал в Афган, в 1981 вернулся, и когда по телевизору объявили, что Руслан Аушев присвоил звание героя, я радовался так, как вся республика сегодня радуется нашим чемпионам. Я понял, что в этом звании один кирпич мой. Также кирпичики каждого здесь сидящего, потому что прежде чем присвоить это звание, в генеральном штабе сидящие там генералы запросили, как себя ведут ингуши в этой войне. И ни один офицер не мог сказать, что они трусы, что они с позором. Они все сказали, они ведут себя достойно и мужественно. В завершении встречи директор ФОКа Тайсам Батыров поблагодарил ветеранов, а также директоров соседних школ за воспитательную беседу, принесшую большую пользу воспитанникам. Стоит отметить, что в ФОКе созданы все условия, чтобы воспитать здоровую и сильную нацию. Для девочек есть отдельные секции по теннису, аэробике, а для мальчиков функционируют секции по боксу, карате, дзюдо, вольной и классической борьбе. Также здесь недавно появилась новая секция – шот-санлат. уже ица пет ица болчоктор бу тастор хамаш хату хушхетш айер малвар из малвар царвица ауш рустан малхану яхжи что цац хамаш хетш деш бирж уже сан педини худян хетсуня педини худер дал яндли. Такую воспитательную работу ветераны афганской войны проводят на протяжении 20 лет. За это время охватили почти все школы республики. Теперь они планируют проводить как можно чаще такие встречи и в других ФОКах региона. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Ежегодно доктора всего мира, специализирующиеся в травматологии и ортопедии, отмечают свой профессиональный праздник. Травматология – один из самых древних разделов клинической медицины. Для простого человека в первую очередь ассоциируется с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Многим доводилось слышать понятие травмпункт. Чаще всего туда обращаются люди с ушибами, растяжениями, переломами конечностей и вывихами, которые появились в результате падений, ударов. Здесь травматология тесно переплетается с соответствующим разделом медицины, занимающимся профилактикой и лечением заболеваний костно-мышечной системы, ортопедией. Первые попытки систематизировать сведения по лечению травм были сделаны еще Гиппократом. Ну а сейчас расскажем о том, что вас ждет в программе «Итоги недели». Вот лишь некоторые темы выпуска. Священный для всех мусульман месяц Рамадан. В течение 30 дней строгий пост, самоанализ и размышления. Период посвящения себя познанию Всевышнего и Корана. А сколько срок хранения какой? У нас вчерашний срок.
Неделю-две недели больше ясно. День поля в Ингушетии. Свежие сорта овощей и фруктов, новейшие технологии выращивания сельхозпродукции и сельскохозяйственная техника в выпуске. Страна вас верит. Очередной батальон из Ингушетии на этой неделе отправился в Сирию с миротворческой миссией. Все условия тут есть соблюдены. В принципе, больной на аппарате не страдает. Давление все стабильно держит. В Седахе 1 человек погиб, 2 пострадали в результате несчастного случая. Жертву ЧП перевезли спецбортом в Нижний Новгород. Лейла Гайсанова расскажет. Экспозиции в этот день, конечно, не оживают, но кто знает, одно из самых важных событий в мировой культурной жизни в эти выходные мы отметили День музеев. Специалисты уверяют, эти ловушки – лучшее средство борьбы с вредителями без применения химических ядов. Лучшая защита – нападение. Сезон еще не начался, но борьба с насекомыми уже в разгаре. Феромоновые ловушки против вредителей. 12-раундное противостояние завершилось в пользу нашего земляка Исы Чаниева. Пояса остаются в Ингушетии. Итак, сегодня в 21:00 итоги недели. Накануне на территории мемориального комплекса жертвам репрессий прошел захватывающий квест «Историческая головоломка в действии». Тайна бронзовых всадников таила в себе множество вопросов. Как и кому удалось добраться до заветного сундучка, расскажет Зелимхан Калоев. Направления и команды определены, маршруты и ходы засекречены. Историческая квест-игра «Тайны бронзовых всадников» собрала на мемориальном комплексе 2 команды по 8 человек в каждой. И главное условие – разбегаться на разные участки нельзя. Ребятам все время нужно держаться вместе. Телефоны запрещены, прибегать к ним можно только 2 раза на протяжении всей игры. А следят за этим координаторы. Долго не думая, получив свое первое задание, команда РСМ первой ринулась в бой. Однако игра оказалась намного сложнее, чем ожидали. А тем временем соперники РСМ, команда фейсбуковцы, уже на следующем этапе, где игрокам нужно вспомнить год рождения знаменитых ингушских героев. Последние 2 цифры года – освобождение советскими войсками города Малгобек. После чего должен получиться телефонный номер. Там и поджидает следующий тур. И такие, на первый взгляд, легкие, но в то же время достаточно запутанные вопросы поджидают команд на протяжении всех 9 этапов. В каком году 4 ингуша-участника Великой Отечественной войны, Костоев, Мальцагов, Аздоев, получили звание Героя России? Последние 2 цифры года открытия мемориального комплекса жертвам репрессий. Мы угадали фамилии погибших 22 июня 2004 года. Ну и нашли что означает вот это сочетание, сочетание этих фотографий. Это означает, что танк Т-54. Вот. Игра «Квест» требует интеллектуальных знаний, нестандартного мышления, сообразительности и командной работы. Целый мемориальный комплекс превратился в настоящую битву пиратов в поиске за сокровищами. Тайны бронзовых всадников, несмотря на моросящий дождь, пытаются разгадать все участники квеста. Головоломки, шифры и вопросы поджидают буквально на каждом шагу. Вот и в одном из этих фонтанов запрятана маленькая подсказка, но ребята узнают об этом только чуть позже. Впрочем, заданиями организаторы квеста постарались на славу. Патриотическое воспитание, проверка знаний об исторических событиях, личностях, героях, фактах и памятниках, находящихся на мемориале памяти и славы, одна из ключевых задач игры. У нас в основном идут логические, они должны быть разгадывать шифры и даты, определенные даты, звонки производить на телефон, на который номер тоже, который они должны угадать, и позвонить человеку, который отдаст им шифр. Такие интересные задания. Сначала я заметил, что им было тяжело, но потом вроде бы они начали вникать в игру, в задания, и сейчас уже на 3-й точке. Среди игроков есть и бывалые. К примеру, Мустафа Гомкартиев где только не играл в квест. И каждый раз им, как и всех участников, движет непреодолимый азарт и воля к победе. Однако озадачили тут и самых опытных. Этот квест вообще самый такой сложный, потому что тут просто логически думать, вспоминать даты исторические. Приходится знать всю историю своего народа. И, конечно, ты никогда не знаешь факты и даты, это бывает трудно. Конечно, трудно. Очень интересно.
Пока одни ломают голову над очередной задачей, другие в шаге от победы. Сейчас им необходимо уже внутри музея найти ключ от сейфа, в котором лежит тот сундук золота. Подсказки исчерпаны, а телефоном воспользоваться уже бессмысленно. Тут главное внимательность и бдительность. После нескольких минут поисков ключ нашелся рядом с одной из картин. Теперь дело за малым – отыскать сейф, но с этой проблемой фейсбуковцы справились в 2 счета. Лично я никогда не принимал участие в таких играх. Сейчас первый раз. Некоторые задания были сложные, некоторые, на мой взгляд, очень сложные, некоторые легкие. Но тут команда хорошая подобралась. Так что, интересно было. Время весело провели. Дать своей команде слегка неординарное название фейсбуковцы решили не случайно, поскольку всех их связала именно эта соцсеть. Я познакомился с ребятами, еще живя в Петербурге, через Facebook. Также и с Зарифой, которая замдиректора этого мемориального комплекса, которая организовала эту интересную игру. Спасибо ей большое. Спасибо всему коллективу комплекса за это. Конечно, я рассчитывал, что мы будем сидеть в каком-то помещении в теплом, с умным видом отвечать на вопросы. Вместо этого нам пришлось побегать по мемориалу. Победители определены. Теперь в качестве главного приза их ждет абонемент на бесплатное посещение ледовой арены. Так как Ночь музеев в этом году выпала на месяц Рамадан, сотрудники музея накрывают столы на территории комплекса для совместного ифтара, где жители не только смогут вкусно поесть, но и с пользой провести время в ходе очередной викторины Хойшана. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Алаудин Исмурзиев, Лемон Альгиева, Рагда Ханеева, ансамбль народного танца Ингушетии и многие другие радуют итальянских жителей своими яркими выступлениями. Напомню, делегация из Ингушетии представляет республику на итальянском фестивале «Летний сад искусств». Творческий коллектив выступил в городе Бари, на площади перед Дворцом экономики, в театре «Форма». Познакомил жителей города Полиньяно-Амары с уникальными обычаями, культурным и художественным наследием ингушей. Фестиваль «Летний сад искусств» проходит в рамках официальной программы международного культурного проекта «Русские сезоны». Участие делегации в мероприятии стало возможным благодаря сотрудничеству с группой стратегического видения «Россия, исламский мир» и поддержке Юнусбека Евкурова. Напомним, что ансамбль «Ингушетия» накануне отпраздновал свой 25-летний юбилей, с чем их поздравил глава региона. Он поблагодарил руководителей коллектива и отметил, что ансамбль по праву завоевал любовь зрителей не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Сегодня в одном из плавательных бассейнов Назрани торжественно встретили Его Величество Нептуна. Владыка Мария знаменовал начало летнего сезона. Настоящий праздник детства устроила мэрия Назрани. За массовым заплывом наблюдала Жаридат Халухоева. Всего за несколько минут этот плавательный бассейн превратился в царство Нептуна, собрав всех сказочных обитателей воды. Удивительное приключение с пиратами, с черной каракатицей, водяными очаровательными русалками, которые радуют пением. Своими тонкими голосами эти морские дивы зазывают не только гостей, но и самого царя морей и океанов Нептуна. И вот наконец-то свершилось. Он мчится к своим дочерям, а пираты и волшебники бьют поклоны. Царь признается, у него особая миссия. Мы плавание проводим, но забыли, что у нас всегда былые времена Нептун открывал сезон купания. Вот теперь мы эту традицию восстановили. И каждый год в это время будем приглашать всех желающих посетить наш бассейн и приветствовать и ждать их. Сказочные герои загадывали детям загадки на морскую тематику. Тут и водяной, мужчина одинокий. На праздник пришел, чтобы спеть песню о своей нелегкой судьбе. Праздник продолжает заплыв детей. Эстафету нельзя назвать соревнованием. Главная задача пловцов не стать первым, а доплыть дистанцию уверенно и красиво. Руслан Сакалов с этой задачей справился. В этом маленьком спектакле он играет пирата-разбойника. Они всегда по морю плавают, они много чего узнают, всегда ходят в форменных вещах, и они воруют там золото, деньги. Свое место в пучине импровизированного моря занимает и главный герой праздника – Его Величество Нептун. Сезон купания открыли. Теперь приглашаем всех жителей Ингушетии в наши бассейны. День Нептуна – замысловатое сказочное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Как отмечают организаторы, он носит не только развлекательный характер, а также призван популяризовать водные виды спорта среди подрастающего поколения. Отвлечь наших детей от компьютерных игр, компьютерных развлечений, показать им, насколько важный навык – это уметь плавать.
чтобы наши дети росли сильными и здоровыми. Праздник, который завершает учебный год, но начинает новый летний сезон. У нас, как всегда, с 1 июня начинается летний сезон, и мы работаем все лето. Все участники этого шофса получили подарки и грамоты вместе с морем впечатлений. Райдат Холхоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. В Центре развития спорта и туризма в Магасе провели набор в футбольную команду. Сейчас проходят тренировки. С первого занятия ребят нацеливают на победу в предстоящем турнире. Несмотря на то, что открылся центр всего месяц назад, планы намерены реализовать уже в ближайшей перспективе. Пообщался с будущими звездами по самому массовому виду спорта Тамерлан Хамхоев. Городской стадион имени Парчиева в столице республики каждый вечер будто превращается в площадку для занятий физкультурой. Отличие лишь в том, что здесь дети и юноши практически всех возрастов. Как правило, первым делом разминка и разогревочные упражнения. Тренер по футболу с этими ребятами пока мало знаком. Это лишь первая их тренировка в Центре развития физической культуры, спорта и туризма. Поэтому узнать, в каком состоянии сейчас ребята и какой у них уровень навыков футбола – вот первоочередная задача Ахмеда Ивлоева. Упражнения на растяжку, на выработку выносливости и так далее. Спектр упражнений очень разный. Ребята перед собой ставят самые высокие цели. И ключ к их осуществлению – упорные тренировки. Я люблю очень сильно играть в футбол. Я практически с самого детства играл во дворе. И я вот записался сюда на футбол, чтобы лучше научиться играть. Где бы ты хотел играть в обозримом будущем? Есть ли такая цель? Да, я планирую в будущем профессионально заняться футболом и перейти в команду «Зенит». Футбол. И с детства с голочи, с позиции нападающие, друзья и царцан футбол. Впереди у ребят первые серьезные соревнования на любительском уровне. В Магасе в конце месяца должен пройти турнир по футболу, и к нему сейчас футболисты усиленно готовятся. 30 числа обед кубок мэра турниритха сынах кичуш сакир соха маястхо я даю ля о бол мактикон да моглахон тумахет даю дик да огес турнир желание чояр цигде сдаван работать еще жмдили богам каждый день он ши и приwat что новый хат отшлон клубе биржетхон хаздан момент в пределах 50 секунд футбола тренировок разных возрастов. Разумеется, помимо футбола, центр будет внедрять и другие развлечения. Планов много. К примеру, уже есть налаженные контакты с несколькими туроператорами, чтобы развивать туризм в столице. Планируется провести различные мероприятия, которые повысят интерес населения к туризму и спорту. Мы стараемся развивать событийный туризм в нашей столице, а также и массовый спорт. Для этого у нас есть различные площадки, как, например, метание ножей, скалодром, футбольное поле, все, что пожелаете, волейбольное поле. Магас спортивный. Уже совсем скоро это понятие можно будет применять к городу Солнца с полной уверенностью. А пока юные спортсмены готовятся покорять первые в своей жизни спортивные горизонты. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.